зрители! Сегодня я хочу рассказать вам китайскую народную сказку. Привет! Кузя! Как ты меня напугал! Что так внезапно появляешься? Ну, извини. Это пугает. Вот я забыл, что хотел рассказать. Сказку? Ну да, сказку. А какую? Китайскую народную сказку. О! Почему солнце восходит, когда петух кукарекает? Ух ты! Вот ты знаешь? Не-а. Тогда слушай вместе с ребятами. Хорошо. Когда-то в глубокой древности на небе сияло 9 солнц. Ага. А на земле было жарко, как на куске раскаленного железа. Деревья и травы не могли расти, посевы не могли всходить. Трудно было жить людям. Да. И тогда, нахмурив брови, они собрались на совет и стали решать, как избавиться от 9 солнц. Один мудрец сказал: Я думаю, надо каждое солнце закрыть большим решетом, тогда не будет так жарко. Все согласились, что совет неплох. Ну где взять такие огромные решета? А если их и найдут, то как их поднять на небо? Посовещались люди и решили, что этот способ не годится. А я считаю, что мы все должны спрятаться под землю и жить там. Тогда лучи солнца будут для нас не опасны. И этот совет был хорош. Но если всем спрятаться под землю, кто же тогда будет сеять хлеб? Что же люди станут есть? Нет, этот способ тоже не подходит. И вот, когда перебрали все средства защиты от зноя и поняли, что ни одно из них не годится, поднялся какой-то человек и сказал: Все знают нашего охотника Эппула. Он и силен, и стреляет метко. Давайте попросим его, чтобы он сбил 9 солнц с неба. Верно! 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 Верно, верно! В один голос воскликнули люди и тут же послали этого человека к знаменитому охотнику. Эппул жил в каменной пещере на высокой горе. Рост он был огромного. Волосы торчали на его голове, словно заросли бамбука. Тело было могучим, как ствол старого дерева. Брови густые, черные, как ночь, а круглые большие глаза светили точно 2 фонаря. Ух ты! Услыхал Эппула просьбу людей и громко рассмеялся. А потом сказал: Это дело нелегкое, но раз все так решили, я согласен. Он до отказа натянул свой огромный лук, наложил 8 длинных стрел и су-су со свистом выпустил их одну за другой в небо. «Билли-бала!» загремело в небе, и 8 солнц покатились вниз, а уцелевшее 9-е, увидев, что дело плохо, поспешно спряталось за высокую гору. Весело засмеялись люди, глядя, как подстреленное солнце катится с небес. И все стали славить великое искусство Эппула. Но пока люди кричали и радовались, на земле вдруг стало темно и холодно. Без солнечных лучей перестали расти деревья и травы, сходить посевы. Что было делать, Кузя? Я не знаю. Что вы, они не знали. Они опечалились, нахмурились и вновь собрались на совет. Один сказал:
Если бы нам удалось вызвать 9-е солнце, которое спряталось за гору, все было бы хорошо. Но как это сделать? Спросил другой. Надо кого-нибудь послать за ним. Но кого можно послать? Человека не годится. А что, если послать птицу с приятным голосом? Предложил третий. Но у какой птицы самый приятный голос? Выбор остановился на иволге, жаворонке Так, и соловье. ух ты. Начали с иволги. Попросили ее слетать за солнцем. Иволга всегда считала, что она поет лучше других птиц. Она сразу согласилась и, повернув голову в сторону гор, важно запела. Но солнце не вышло. Люди пошли к жаворонку. Он тоже думал, что поет недурно, во всяком случае, лучше иволги. Гордо взлетев в небо, жаворонок завел свою нескончаемую песню. А солнце и не думало появляться. Отправились тогда к соловью. Тот считал себя лучшим певцом в мире. Конечно, солнце не устоит перед его пением, думал он. Он вспорхнул на дерево и с достоинством запел. Однако солнце и на этот раз не вышло. И тут люди вспомнили про петуха с его красивыми пестрыми перьями. Он хоть вовсе и не певец, но зато в его голосе есть сила и бодрость. Обязательно надо попросить петуха. Узнав, в чем дело, петух захлопал крыльями, вытянул шею, запрокинул голову и, повернувшись к горам, как закричит. Солнце тихо сидело за горой, когда вдруг услыхало крик петуха. Хотя голос и не был хорош, но чувствовались в этом голосе такая искренность и бодрость, что у солнца дрогнуло сердце. Ему очень захотелось узнать, кто это поет. И когда петух с чувством прокричал 3 раза, а его друзья, мелкие печушки, подхватили эту победную песню, солнце не выдержало. Оно забыло весь свой страх. Такому голосу можно было довериться. И первый золотой луч выглянул из-за горы. Солнце взошло. Снова во всем мире стало тепло и ясно. Вот с тех пор и повелось. Как петух прокричит 3 раза, солнце сразу и выходит на небо. Вот такая сказка. Ой, хорошая сказка. А пока петух нам не прокричал, ребята, нам надо укладываться спать. Правильно. Спокойной ночи. Добрых снов.